Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Сердар Бердымухамедов поздравил Си Цзиньпина с праздником весны. Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонный разговор с президентом Киргизстана. S7 планирует увеличить количество рейсов Москва-Ашхабад до 14 в неделю. И другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления и наилучшие пожелания председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю праздника весны. С давних времен этот праздник вобрал в себя светлые мечты о мирной и благополучной жизни и способствовал духовному развитию народа и его сплочению, отметил глава государства в своем послании. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонный разговор с президентом Киргизстана Садыром Жапаровым. В ходе телефонного разговора состоялся заинтересованный обмен мнениями по ряду важных вопросов двустороннего сотрудничества. Отметив динамичный и последовательный характер взаимодействия между Туркменистаном и Киргизской республикой, Гурбангулы Бердымухамедов констатировал, что за последние годы этот процесс набрал хорошие обороты, охватывает все больше сфер и направлений. Таможенный пост Фараб Автойоллары Либабской вилаятской таможни был признан лучшим за период 2024 года по результатам конкурса, организованного Государственной таможенной службой Туркменистана. Звание лучшего поста присуждено за высокие показатели в работе в течение прошлого года, а также за надлежащее содержание таможенного поста и прилегающей территории. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило государственной страховой организации Туркменистана рейтинг «Б» стабильный по финансовой стабильности страховщика и долгосрочному дефолту эмитента. На борту самолета Узбекистан Airways, выполнявшего рейсы из Ташкента в Нью-Йорк, произошло неординарное событие. У одной из пассажирок начались роды. По счастливой случайности среди пассажиров оказались акушер и хирург, которые помогли принять роды. На свет появился мальчик. В связи с этим экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в Исландии. В рамках масштабной реконструкции Лувра президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах выделить отдельное пространство для всемирно известной Моны Лизы Леонардо да Винчи. Музей ежедневно принимает около 30 тысяч гостей, причем подавляющее большинство, около 80%, стремятся увидеть именно Джоконду. Чтобы улучшить условия просмотра шедевра и разгрузить основные залы музея, будет создан специальный вход для желающих полюбоваться знаменитой картиной. Ростов подписал контракт с футболистом молодежной сборной Туркменистана Денисом Титовым. Срок договора с 18-летним нападающим рассчитан на 3 года. В настоящее время он уже тренируется с основной командой Ростова на сборе в ОАЭ. Титов – воспитанник Ашхабадской детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва. Выступал за юношескую и молодежную сборную Туркменистана. Спортсмены Туркменистана готовятся к 9-м зимним азиатским играм, которые пройдут с 7 по 14 февраля в китайском городе Харбин. В Ледовом дворце спортивного комплекса Ашхабада тренируются представители фигурного катания и шорт-трека. Шорт-трек в Туркменистане развивается уже почти 5 лет и за это время обрел популярность в стране. Тем не менее, на азиатских играх конькобежцы страны выступят впервые. На 9-х зимних азиатских играх в Харбине примут участие более 1200 спортсменов из 34 стран и регионов. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.